Сегодня в России впервые празднуют День российских студенческих отрядов. В Якутии в честь знаменательной даты прошла встреча нынешних и бывших бойцов студотрядов различных учебных заведений. Кроме того, студенты сдали нормативы ГТО. С подробностями Лев Нетесов. Встреча руководства Якутии с бойцами и ветеранами российских студенческих отрядов состоялась в Национальной библиотеке имени Пушкина. Год назад президент России Владимир Путин подписал указ о государственном празднике. И сегодня по всей стране отмечают День российских студенческих отрядов. Движение, оно действительно является основой, залогом того, чтобы молодое поколение, основа это студенчество, самая такая революционная молодежь, возраст, должны знать, что такое есть труд, каким образом дальше работать и навыки именно труда любого, тяжелого, физического, какого, инженерного, прочих вещей узнают в студенческих отрядах. Также Юрий Степанович сказал, что через год движению студенческих отрядов исполняется 50 лет, и в честь этой даты установят памятник. Члены правительства не только поздравили студентов, но и поделились планами. В год благоустройства более 1000 бойцов выйдут на работы на объекты сельских населенных пунктов, это 50 отрядов. В год проведения 6-х международных спортивных игр «Дети Азии» наши бойцы будут работать на объектах города Якутска. Накануне праздника бойцы студенческих отрядов в спортивном комплексе «Юность» сдавали ГТО. Более 200 студентов СВФУ, ЕГСХ и различных СУЗов выполняли упражнения по подтягиванию, прыжкам и пробегали 100-метровку. Ведь бойцам нужно быть сильными и выносливыми. Организовали мероприятие студенческие отряды СВФУ. Бойцы студенческих отрядов, они являются одними из лучших представителей молодежи Республики Саха-Якутия. И они должны вести здоровый образ жизни и иметь спортивную сноровку. И для этого мы проводим вот такого рода мероприятия. Ну а судьями были члены первичной организации студентов «Трезвый здоровый образ жизни» СВФУ. Они принимали нормативы по правилам, предоставленными Центром сдачи ГТО. Отметим, что сдавать нормативы предстоит и выпускникам школ, чтобы стать студентами. 11 классов, когда поступают на высшее учебное заведение, они все будут сдавать ГТО. Поэтому нам без ГТО на высшее учебное заведение не поступают. На сегодняшний день более 4000 человек являются членами студенческих отрядов, и работают они не только на территории республики, но и за ее пределами. Для многих бойцов студенческих отрядов это не только возможность заработать, но и внести свой вклад в развитие страны. Лев Нетесов, Евгений Логинов, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.